Для кого-то весна только наступила, а у нашей героини она круглый год. И все благодаря фиалкам. Каждая так и просит, чтобы ею полюбовались. А посмотрите, какая большая звезда. Татьяна Федоровна Филичева начала выращивать фиалки почти год назад. Сегодня в ее домашней оранжерее порядка 40 сортов. И наши отечественные, и заморские. Эти, например, нам знакомы. А такие, с цветами-бутонами, мы увидели впервые. Удивили нас и колокольчики. Оказывается, это цветки мини-фиалки. Появление бутона и раскрытие цветка, признается наша собеседница, событие долгожданное и радостное. Вот от того, как появился, да, вот первый наклюнувшийся бутончик, до цветочка может пройти 3 недели. И я вот 3 недели, я хожу каждый день и заглядываю. А когда же? И знаете, какое счастье, когда вот он раскрылся. Мой долгожданный цветочек. Живая красота дарит радость, но и сама любит заботу. Для нее и вещества специальные в почву нужно положить, и климат благоприятный создать, и напоить правильно, и даже поговорить душевно. Каждый день подхожу к своим фиалкам, каждый день я их просматриваю, каждый день говорю им какие-то добрые слова. Поэтому и музыка, конечно, а как же? Вы же любите музыку, вам же приятно. То же самое цветы, они тоже чувствуют. Пусть они говорить не умеют, но они тоже чувствуют. Поэтому их нужно любить, и они ответят тем же. Но красота порой и приболеть может. На этот случай у цветовода есть вот такие теплички. Татьяна Федоровна нам рассказала еще много интересного. Как высаживать фиалки, чтобы быстрее росли и цвели, что такое фитильный полив и чем он удобен. Как неожиданно для самого цветовода может появиться новый сорт. С такими знаниями теперь и мы постараемся вырастить фиалку, тем более подарок обязывает. Здесь Скарлетт О'Хара, держи, это полумини, горшочек ей больше не надо. Здесь у нас морская принцесса, она будет голубым. И вот престиж у меня еще не цветет, но очень красивая фиалочка. Держите, у вас у всех разные. Вырастите, если по растению, потом обменяете. Спасибо.